Проблема терроризма, о которой говорите вы, и я про терроризм ничего не говорил. Я считаю, что под терроризм придумали хорошую ширму для решения любых задач, которые стоят. Вот можно любую проблему под эгидой терроризма решить. Я считаю, что это несправедливо. Надо правильно говорить, что там в Ираке это нефть. Какой там терроризм? Там проблема была нефть. Из-за нефти туда и рванули все. В первую очередь американские коалиционные силы. Надо прекрасно понимать. Контроль за этими нефтеносными регионами, большими. Третьи запасы в мире. Это же понятно. То же самое терроризм. Можно любое свое политическое действие обосновать. Отменять выборы, будем так говорить, закрывать свободу слова, закрывать все и консолидировать бюджет под терроризм, изменять законы, которые мы говорим. Вот по борьбе с терроризмом, прослушивать людей, залезть в постель к нему, узнать, кто он там что делает по ночам под эгидой борьбы с терроризмом и так далее, и так далее. Но терроризм существует. Что значит? Вам он знаком не понаслышке, вы были в Беслане. Хорошо, я знаю. Вопрос в чем? Это все последствия. Сегодня это последствия всего. Последствия чего? Последствия политики. Вот все, что происходит. Конечно, кто это? Это вообще, наверное, кто захватывает детей и все остальное, я не знаю, какая там высшая еще мера есть, все. Но вопрос же в другом совсем. А когда мы сегодня приехали, американцы, будем так, взрыхлили Ирак, правильно? В Ираке раньше были эти процессы, которые были? Нет. Они приехали, взлохматили там все. И теперь там проходит, за эти уже 7 лет в Ираке находятся войска, за эти 7 лет все рванули туда. Одни под флагом борьбы с американскими захватчиками, другие под... у каждого своих флагов тоже хватает. И вот они сегодня там взрыхлили, и сегодня получаются последствия. Одни говорят, вы там убиваете наших братьев, давайте мы вам тоже чего-нибудь взорвем. Это последствия, надо всегда быть готовым к последствиям. Если ты принимаешь решение на войну, знай, что ответ будет в той или иной форме. В какой форме? Это другой вопрос. Кстати, мы в Афганистане не называли террористами. Мы называли их партизанами. Эти были партизаны. Мы зашли в их страну. Мы зашли на их родину с оружием, с боеприпасами, с артиллерией, с авиацией. Многие из них не знают, что такое политика. А он знает своей жизнью в кишлаке, на уровне среднего века, что к нему пришли с оружием в его дом. Он взял оружие и пошел его защищать. Как его назвать? Террористом, мне язык не поправляется его назвать. Давайте будем отвечать. Немцы нас тоже могли, вернее, фашисты могли тоже нас террористом назвать, когда мы там защищали свои в 1941 году.